мужик. А у этого мужика был кот. Да такой проказник и обжора, что просто беда. Прока от него никакого, одни только убытки. Не выдержал, наконец, мужик, схватил кота и в лес понес. Да подальше понес, чтобы дорогу назад этот кот никогда не нашел. Далеко зашел в лес, да тут его и бросил. Что бы это могло быть? Возьму и дома посмотрю. Ой. 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 О, сколько лет живу в лесу, а такого зверя не видывала. Ты кто будешь? Я зовут меня Котофей Иванович. Меня из сибирских лесов прислали к вам воеводою. Вот. Воеводою. Воеводою? Ах, какой вы важный воевода, Котофей Иванович. Какая выправка. Какой мундир. Мяу. А что, Котофей Иванович? Давай поженимся. Поженимся? А тебя как звать-то? Лизавета Петровна я. А я, Лизавета Петровна, пожалуй, женюсь на тебе. Ну что, пойдем в дом. Мяу. 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 Ах, бедный Котофей Иванович. Как же вы проголодались. Всю ночь пробегали, искали, чем бы поживиться. Вот что. Я схожу, еды добуду. А вы пока тут посидите, сил набирайтесь. Скоро сытно заживем. Здравствуй, лисенька. А ты чего это грибы собираешь? Ты же их не ешь. Я-то их не ем. Да вот мой муж, Котофей Иванович, очень любит. Какой такой Котофей Иванович? А ты разве не слыхал? К нам из сибирских лесов воеводой прислан. Была я лисица-девица, а теперь нашего воеводы жена. О, а нельзя ли на него посмотреть? А ты гостинцев собери, рыбки, мясо. Да побольше. На пушки положи, а сам спрячься куда-нибудь. Авось Котофей Иванович тебя не заметит. Он у меня хоть и маленький, но характером
очень суров. Чуть что не по нему, сразу в клочья. Ух ты, в клочья. Да. Да, в клочья. Ой, Дожили! Ты чего, это, лиса? Мои желуди хватаешь? так я не для себя, для мужа моего, Котофея Ивановича, Какого такого мужа? который из сибирских лесов к нам воеводою прислан. Дожили. Слышь, лиса, хочу на воеводу твоего посмотреть. А ты гостинцев собери, рыбки, мясо, да положи на опушки. Собери побольше, а сам спрячься куда-нибудь. А вось Котофей Иванович тебя не заметит. Скоро он у меня на расправу-то. Дожили. Фу ты. Эй, Ой. Ой. Здравствуй, лисонька. Тебе чего? мне бы малинки для мужа моего, Котофея Ивановича, присланного из сибирских лесов к нам воеводою. Покажи. Он у меня маленький, но суровый больно. Чуть что не по нему, тут же тебя в клочья разорвет. О, разорвет. Ну, хоть бы один глазку. А ты гостинцев собери, рыбки, мясо, на пушки положи. А сам спрячься, да подальше. А вот тебя он и не тронет. О. Ой. Ух ты. Дожили! Крысе с мужем на поклон пришли. Слышь, а ты, если сам беды ищешь, то хоть нас не втягивай. Угу. Лиса вот велела спрятаться. Дожили! Да тихо ты. Я пойду спрячусь. Я здесь. А я, пожалуй, тут спрячусь. Блин, ну что там? Не видать никого. О, не видать. Хоть бы знак им какой подать. Стой! Слышь, косой, сбегай к лисе. Скажи, что мы с подарками пришли. Пусть с Котофеем Иванычем сюда выйдут. Кто там? Это я. Чего тебе? Мне свыше передать велено, что к вам с подарками явились и выйти просят. Угу, сейчас.
Ну что, медведь, идут? Да вроде идут. Ну как там, воевода? Да не разгляди толком, мелковат. Да полно вам, Котофей Иваныч. Не сердитесь на них. Они вам подарки вкусные принесли. Вот как только вкусненького накушаетесь, может, меньше на них сердиться будете. А уж если угощение вам не понравится, вот тогда их самих и съедите. Ух ты! Вот. Мяу, 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 мяу. Медведь, ну чего там? Я ж в листьях не вижу ничего. Мяу, мяу. Бегите, бегите, а не то как бы воевода вас не задрал. Да другим передайте, чтоб неповадно было Котофея Ивановича сердить. Мяу. Вот задали вы им трепку, Котофей Иванович. Долго помнить будут. Мяу. Ну что, идемте домой, Котофей Иванович. Мяу. Мяу. С тех пор кот и лиса стали жить сытно.